Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания для вас. Дорогие мои зрители, гости канала, хочу предложить вам такую тему. Звучит она так. Где он, с кем он, что думает и чувствует к вам? Мои милые, пожалуйста, подумайте о своем любимом человеке, о том человеке, кто вам нравится, кто вам интересен. Вспомните его глаза, его голос, его улыбку, ваш последний разговор, вашу последнюю встречу. Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую нужную, самую полезную и самую важную информацию. Мои дорогие, заранее хочу поблагодарить всех за ваши лайки под видео и за ваши хорошие добрые комментарии. Кто не подписан, хочу попросить вас подписаться. Так, мои милые. Давайте посмотрим, где он, с кем он, чем он занят. И его мысли, чувства к вам. Да? Ну что? Ой, что такое? Прошу прощения. Так. Где ваш мужчина? На данный период времени, на момент просмотра этого видео. Ну, я так скажу, у большинства мужчина вот где-то в пути, в дороге. Эта дорога либо на работу, либо с работы, либо по каким-то вопросам, связанным с работой. Да? Человек может, там, я не знаю, работать на заводе, да, пойти сейчас там, в отдел кадров, да, либо пойти там, в бухгалтерию, либо пойти там, на склад за инструментом. То есть человек именно в момент просмотра этого видео, он находится в движении. Он движется. И когда он движется, вот он думает, у него много мыслей. Мысли у него связаны с вами, и мысли связаны с деньгами. Уж не знаю, что тут, какая между вами связь, но он думает и о вас, и о деньгах. Именно в этот момент, именно в это время. Кто его окружает? Ну, его окружают его коллеги, его друзья, его знакомые, приятели, то есть люди, которых он знает. Да, возможно, он сейчас едет куда-то по делам со своими коллегами в машине, да, либо он работает, да, со своими знакомыми, с друзьями, да, вот с коллективом вместе, либо он преподаватель, да, он там студентам лекцию читает, понимаете, он с людьми, которых он знает, с людьми, которые постоянно вокруг него находятся. Значит, человек сегодня он много, кстати, думал о вас, потому что накануне был какой-то разговор. Разговор был, на его взгляд, какой-то вот необычный. То ли вы, ну, как-то с ним так разговаривали, может, там полутонами, полунамеками, а возможно, даже между вами вот какой-то вот, как, знаете, кошка пробежала. То есть ему не понравилось, он ничего не понял, что было, но хотел бы разобраться. Здесь я еще вижу, есть человек такой какой-то, не знаю, там особенный, да, статусный, какой-то вот прям опытный, что ли, да. И вот он думает об этом человеке, он думает, что надо с этим человеком переговорить, типа посоветоваться, что он скажет по поводу вас, что там у вас случилось, да, я ему объясню, может, он там со стороны ему виднее. Вот такой момент происходит. Так, и с этим человеком у него будет разговор, обязательно будет говорить о вас и обсуждать вот именно то, что с вами происходит. И, кстати, долго очень будет с ним разговаривать. Честно скажу, что они так поговорят, да, и ни к чему особому не придут. Вот. Момент других женщин. Смотрите, других женщин я вот в его сознании, в его восприятии я не вижу. Вот как хотите, я не вижу. Вот кто-то бы ему там нравился, о ком бы он там думал, с кем бы он хотел побыть. Вот именно на момент сейчас, здесь и сейчас, других женщин нет. Он думает о вас. Вот она вы, и он думает о вас. И о том, что вот между вами какие-то колючки прошли. Колючки, которые ему не понравились. То есть вы его реально вот накануне очень сильно озадачили. Причем по всем фронтам. Да? Он еще долго будет думать и долго будет не понимать, что же случилось, что произошло, что она хотела сказать, что она хотела мне донести, почему так себя, например, повела. В чем там секретик, в чем соль, да?
об этом будет очень долго думать. Вот. Что касается вас, ну, честно скажу, я не могу понять, да, что вы ему вкинули такое интересное. Но то, что мозг работает, причем очень активно, я это вижу. И вы, ваш образ. Кстати, у него ваши фотографии, он на нее периодически посматривает, любуется. Знаете, тут такой момент происходит, что он с вашей фотографией разговаривает. Вот как хотите. Он смотрит на ваши фото и разговаривает. Говорит, вот ты, блин, там дала вчера, да? Вот, а что ж ты хотела, да? Либо там, вот если бы ты знала, что я на самом деле к тебе чувствую, ты бы так себя, например, не вела. То есть разговаривает периодически, вот, мысленно разговаривает, может даже вслух разговаривать, но посматривает на вашу фотографию, постоянно посматривает, потому что скучает. Вот прям, знаете, как вроде делает что-то, вроде он там занят, да, работой занимается, и тут прям как на него нахлынет, да. И когда он думает о вас, когда он смотрит на вашу фотографию, он как бы отдыхает, понимаете? Вот такой момент разрядки у него происходит. Так. Давайте еще смотреть, да, по поводу того, где он, да, где он. Смотрите, вот мужчина, да, он либо едет, либо приедет, да, вот-вот приедет. И этот день, на который вы смотрите, он будет занят вот именно какими-то вопросами рабочими, деловыми, может быть, даже какие-то вопросы еще будет повсеместно там решать, связанные, например, там, я не знаю, что-то купить, что-то там сделать, там, куда-то сходить, что-то оплатить. То есть этот сегодняшний день у него полностью посвящен именно работе и делам. Дела его идут, скажем так, с переменным успехом, потому что, ну, как-то он подустал. Я вижу, что мужчина реально подустал. Возможно, на работе не все, скажем так, гладко. Есть моменты, которые его напрягают, плюс еще с вами что-то произошло. Я просто никак не могу понять, то ли вы поссорились, то ли у вас какой-то странный разговор был. Но вы с ним как-то говорили, то ли тенями, то ли намеками. Он ничего не понял. Вообще, знаете, как одно удивление, да, одно удивление и вот поднятая бровь. Что произошло, что хотела, да, чего добивалась. Ну, как говорится, осадочек у него остался. Вот. И мужчине сложно, реально сложно понять вас. Он не хочет идти на открытые конфликты, конфронтации, потому что все-таки любовь, любит. И хотел бы он, чтобы между вами вот именно все было как раньше, как в самом начале, как будто бы вы вот только-только вступили в отношения. Вот ему бы очень сильно хотелось. А если у вас отношений нету, и вы загадываете на человека, который вам просто нравится, симпатичен, то этот человек, он все равно думает о вас, потому что ему непонятно ваше поведение. То вы ему улыбаетесь, то вы немножечко такая, типа, на расстоянии его держите. То вы ему какие-то намеки, ну, слова с намеками говорите, то наоборот, как будто бы его там отбреваете от себя. То есть он просто уже не знает, как ему реагировать, как ему к вам продвигаться, как ему реагировать и как вас понять. Конечно, у человека есть желание быть с вами. Конечно же, желание там как-то развивать отношения, как-то выстраивать отношения, ну, не знаю, там более там плотно, тесно общаться. То есть, когда он понял, что он вам нравится, он был самым счастливым человеком. Но сейчас что-то странное между вами происходит. То ли это охлаждение, то ли это какая-то, ну, недопонимание какое-то происходит. То есть ему вообще непонятно. Я-то смотрю на песок его глазами, понимаете, я понять не могу. Вот. Вы в центре, тут как бы вопросов нет. Вы, не какая-то другая, вообще других женщин я не вижу здесь. Даже если они там и присутствуют, либо были, они для него вот такие, знаете, невидимки, он их просто не видит. У него вы в голове, он на вас смотрит. Вот видите, ваши фотографии, ваша картинка, он на вас смотрит. С вами говорит, с вами общается. Так. Мысли, чувства к вам. Мысли, чувства. Ну что, мысли, чувства, хотел бы, конечно, он, чтобы все поменялось, чтобы вы были подобрее, чтобы вы были поласковее, чтобы вы были более такая понятная, прозрачная, скажем так, чтобы не было вот таких неловких ситуаций. Ему это, кстати, ситуация как серпом по одному месту. Вот, очень неприятно. Знаете, вот он сдержался, реально, вчера он сдержался, мог бы и, например, высказаться, например, неприятно в вашу сторону, но сдержался. Сдержался, потому что
не захотел последствий. Он, знаете, как-то сразу просчитал на несколько ходов вперед, что там, если я что-то скажу, будет слово за слово и пойдет какая-то обидка. Поэтому лучше я промолчу, лучше я сдержусь и, скажем так, попробую разобраться в ситуации сам. Но он не разберется, и если вы не хотите доводить до конфликта, вы ему нормально объясните, что вы хотели ему сказать, да? Либо что вы от него хотите, либо какие претензии у вас к нему есть. Потому что сам человек просто не дойдет до этого. Он будет ходить кругами, и так до этого не дойдет. И ситуация, в принципе, знаете, перейдет в такую подвисшую, зависшую, и ни вам, ни ему не будет от этого хорошо. То есть, если вы просто заморозите эту ситуацию, там, да, больше не будете к ней обращаться, это тоже, скажем так, не совсем хорошо, потому что он будет помнить. Он будет помнить, потому что не понял, он будет думать, что в будущем еще такое повторится, а мне это не понравилось, я этого не хочу. Поэтому лучше проясните и проговорите с ним. Вот. Чувства у мужчины к вам есть, однозначно есть, чувства яркие, чувства сильные. Здесь и огромное сексуальное желание, и влюбленность очень сильная, а у кого-то и прям и любовь даже самая настоящая. Но есть вот какой-то момент осадочка, который вот не дает ему возможность вам говорить о своих чувствах, о своей любви. То есть именно эта ситуация момента, вот, который вы просматриваете. Да, он обиделся как-то, да, он как-то ушел в себя. Он даже не знает, что ему делать, обижаться, ругаться, либо наоборот там забыть все, что было. То есть как ему реагировать на эту ситуацию, он не понимает. Поэтому, мои дорогие, если что-то накануне между вами произошло, проговорите человеческим языком, да, вот прям по полочкам ему разложите, потому что мужчина не поймет. Не поймет в принципе, да, если ему вот четко сказать так. Других женщин, еще раз говорю, нет, не вижу. О вас он думает постоянно. Находится мужчина, занят он делами, работой, деловыми вопросами. То есть находится он с друзьями, в мужском коллективе. Но если там уже есть женщина, то это коллеги. Вот реально только лишь коллеги. Так что переживать и волноваться вам не стоит. Но с мужчиной своим разговаривайте и постарайтесь вот все такие острые моменты недоговоренности либо недопонимания вообще в своих отношениях не допускать. Ваш мужчина, он немножечко такой, он сильный человек, но, скажем так, мозговой штурм это не его, да, какие-то вот тени, блики это тоже не его, он не понимает, ему нужно четко и прямо говорить в лоб. И тогда все будет замечательно. Так, мои дорогие, гадание мое на этом закончено. Спасибо вам за внимание.